Социокультурная акция «Чистому городу чистое слово», которая открыла научный форум в Кемерово, продолжалась 2 месяца. Она была призвана привлечь внимание общественности, прежде всего детей и молодежи, к падению уровня речевой культуры в обществе. Данная акция была инициирована Кемеровским государственным университетом культуры и искусств и поддержана Управлением культуры, спорта и молодежной политики. Надеемся, что это все прошло не зря, потому что повлияло на людей. Мы сами ездили, выезжали, читали лекции, в школу мы ездили в техникум. Нас везде встречали очень радушно, и видно было, что людям не все равно. Я думаю, что за 2 месяца, конечно, на весь город мы не повлияли, но хотя бы заронить зерно, чтобы это получило развитие, мы это сделали. Подключить к этой акции действительно получилось немало неравнодушных к проблемам языковой культуры в обществе. По предварительным данным, озвученным на торжественном мероприятии, акцией «Чистому городу чистое слово» было охвачено 11 школ, 4 интерната, 1 техникум, 5 вузов, 2 детских сада, 1 дом культуры. В общей сложности в акции приняли участие более 8 тысяч человек. В день завершения акции школьники взяли в руки мелки и вышли на пришкольные участки. Своими рисунками на асфальте малыши и школьники призвали детей и взрослых сохранять чистоту русского языка. Когда ты рисуешь что-то чистое, здоровое, то и у тебя ассоциации с этим, что ты должен говорить то же самое, чувствовать то же самое, здоровое. Дети рисовали, а взрослые в это время подводили итоги акции. Награждались победители конкурсов, вручались благодарственные письма. По мнению всех участников акции «Чистому городу чистое слово», можно говорить о ее уверенном успехе. Руководители проекта, кандидат культурологии доцент Наталья Ивановна Романова и кандидат филологических наук доцент Елена Анатольевна Мироненко основную ставку сделали на добровольности участия в этой акции, и никто не отказался. Слово «образ» сейчас вымывается из сознания людей. Мы бросаемся словами, но мы, любящие свою Россию, должны любить свой русский язык, стремиться сохранить его чистым. Начали подводить итоги. Стала ясна картина того, что произошло. Осмысление еще будет впереди, это точно. Но чувства, они уже говорят о том, что продолжение будет.